Новую редакцию Конституции эксперты называют исторической и судьбоносной. Во-первых, впервые в истории основной документ страны был написан на государственном языке. Во-вторых, в документе четко прописаны полномочия и ответственность представителей власти, что не может не обратить внимания. И в-третьих, в документе усилены социальные права граждан. Но нельзя не отметить еще одно нововведение – это институт Курултая. Самое существенное дополнение вошел новый институт Курултая, который будет как бы осуществлять контроль над всеми государственными властями на уровне Народного Курултая, а делегат Народного Курултая будет избираться на местах народом. Они будут осуществлять соответствующий контроль и будут давать рекомендации тем государственным органам, которые имеются на местах проблемы. На прошедшем референдуме более 80% избирателей проголосовали за президентскую форму правления. Это говорит о том, что народ устал от ожиданий сменяющих друг друга политиков, которые не несли ответственность за свои провалы. После принятия новой редакции Конституции ответственность целиком и полностью ляжет на плечи президента, а значит и полномочий у него станет больше. Эксперты рассказывают, что и раньше президент участвовал в формировании Кабмина, однако после неудачного периода работы правительство просто уходило в отставку. За годы независимости пост премьера сменили более 30 чиновников. Кто у нас определяет внешнюю и внутреннюю политику, кто является гарантом Конституции и защиты прав и свобод человека. На такие вопросы мы ответили конкретно. Это во-первых. Во-вторых, здесь мы поднимаем вопрос об ответственности государственных органов государственной власти и их должностных лиц. Вот, допустим, мы поднимаем вопрос об ответственности президента в расширенной форме. Мы предлагаем ввести отзыв депутата Жогорку Кеңеша, так как многие депутаты оторвались от своих избирателей. По мнению простых граждан, главная причина октябрьских событий – это недовольство кыргызстанцев тем, как осуществляется управление государством. Они считают, что все несовершенства исходят от Конституции 2010 года. Тогда этот документ был написан в интересах политиков, но никак не народа. Карап көрөбүз отпойбу. Тендерлерден көптү акчалар желип атат, тендерлер боюнча да карап көрүп, жаңы конституция кабыл алат деген ойдобуз. Ну, мы неизбежно к этому шли уже долгое время, потому что Конституцию мы все знаем, что все ратовали за возврат Конституции 93 года, но сегодня Конституционное совещание вывело новый проект. Конечно, очень много подводных камней, но мы не узнаем результат, пока мы его не примем, и он уже не будет полноценно работать. Эми ар кимдин ою ар кандай да тиге башкача ойлонот, бул башкача ойлонот. Менимче Садыр Жапаров аракет эле кылып атат, иштейин депчи, бирок убакыт бериш керек да, сырасы эле каяктан бир күндө болмокчу. Эң курдегенде 2 жыл күтүшүбүз керек. Жаңы конституцияны, конечно, кабыл алыш керек. Ары эмеге жараша да, коомго өзүбүздүн өнүгүүбүзгө жараша иш кылышыбыз керек. Парламентская форма правления не оправдала себя. Теперь же, согласно новой редакции Конституции, депутатов Жогорку Кеңеша будет больше ответственности. Планируется, что количество народных избранников уменьшится до 90, а половина из них придут в парламент по мажоритарной системе, а половина по пропорциональной. Дастан Касканов, Тимур Садагалиев, Ала То 24.